Здравствуйте, друзья! И снова с вами я, Хадижат Мавлатова, бренд-шеф ресторана Гриль Хаус. Сегодня мы приготовим с вами такой насыщенный, густой крем-суп из овощей, из запеченных овощей. Такое блюдо можно есть как суп, можно использовать как соус, просто соус, чтобы макать мясо или курицу, а также можно сделать из него соус для пасты, а мы приготовим из него просто крем-суп сегодня. Дальше на ваше усмотрение. Для этого нам нужно сначала запечь овощи. Тут у меня спелые томаты. Запекаем в духовке, разогретой до 220 градусов, минут 30. А сегодня я выбрала специально такие мягкие помидоры, чтобы они дали нам сок. Туда же отправляю помидоры черри. Сладкий перец. И тоже к нашим томатам. Сюда же лук. У меня лук-шалот, а можно использовать обычный репчатый лук. Соль. Черный перец. И знаете, что у меня есть? Овощной бульон от компании DNR Service. Эти бульоны от компании DNR Service единственные халяльные бульоны. Таких больше нет. И мы в своей кухне их обязательно используем. А он даст насыщенность нашим овощам. Добавим столовая ложка. И обязательно оливковое масло. И в разогретую до 220 градусов духовку на полчаса. Я подготовлю хлеб, который мы будем подавать с нашим овощным супом. Немного растительного масла. И выкладываем сыр. Сыр у меня моцарелла, а у вас может быть и цулугуни, и российский, и голландский. Все на ваше усмотрение и на ваш вкус. И закрываем вторым хлебом. И будем обжаривать. Но обжарим позже, когда уже суп будет готов. Перекладываем овощи в блендер. То, что кончики перцев, помидоров у вас чуть подгорели, ничего страшного этого нет. Наоборот, он придаст вкус, потому что вот этот горелый запах дыма сделает ваш суп еще вкуснее. Переливаем теперь в сотейник и добавляем сливки.
ставим на плиту, добавляем граммов 100-150 сливок. Густоту сливок можете варьировать на свой вкус. Любите погуще, граммов 80-100. Любите пожиже, 150. И знаете, с таким супом можно приготовить пасту, но тогда его использовать как соус к пасте. Сделать такой суп, отварить отдельно ваши любимые макароны и залить этим соусом, перемешать. Это будет очень вкусная паста. Чуть-чуть сверху пармезанчика обязательно. Готовим наши хлебцы. Суп наш готов, а теперь у нас будет жариться хлеб, который мы будем подавать с нашим супом. Я даже люблю его есть, просто макая хлеб. Переливаем суп в тарелку. Суп очень насыщенный, поэтому порция 150-200 грамм хватает. Все, хлеб наш с сыром тоже готов. И разбавить этот суп желательно вкусной колой. Будьте с нами, живите вкусно на телеканале ГТРК «Войнах».